Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня погода у нас хорошая, -3. Снег начинает таять. Погода немножко похожа на весну. Я решила делать домашнюю лапшу на желтках. Я вам показала, у меня есть ролик. Магазинную лапшу мы не кушаем. Домашняя лапша очень вкусная. Особенно с домашней курицей. Мои внуки любят, конечно, борщ, рассольник в основном, но от домашней лапши тоже не отказываются. Тоже нравится. Люблю очень мелко резать лапшу, но которые режут на машинке, не люблю. Мне кажется, вкус совсем другой, когда пропускаешь через лапшарезку. А вы знаете, меня куда пригласили? Меня ведь пригласили на телевидение. Будут показывать меня в прямом эфире по местному времени 6 часов вечера на канале YouTube. У кого телевидения Уфа нет, могут меня посмотреть на 34-м канале. Я долго не решалась, вам не стала говорить, в секрете оставляла. И потом решилась. Но, конечно, очень сильно волнуюсь, ведь прямой эфир. Там нельзя монтировать, если что-то не так скажу. Буду теряться. Когда я снимаю сама ролики, почему-то я не смущаюсь, не стесняюсь. Вы мне стали как родные. А когда на прямом эфире, на телевидении, я что-то боюсь. Почему меня телевидение пригласило, я еще не знаю. Наверное, зададут какие-нибудь вопросы, и мне придется на них отвечать. Вы держите, пожалуйста, за меня кулаки. По московскому времени это будет 4 вечера. Записалась к 12 часам мастеру уложить свои волосы. Конечно, могла бы и Юлька мне сделать прическу, но у них базарный день, она продает на рынке. Я не стала ее отвлекать. Когда укладку делаешь, все равно где-то проходит минимум 1,5 часа. Я не хочу, чтобы у нее бутик был закрытый, тем более базарные дни. Базарные дни обычно в городах суббота и воскресенье, а в нашем райцентре по пятницам. У нас суббота-воскресенье толком люди не ходят на рынок. У нас так заведено. Приезжают продавать из разных городов именно в пятницу. Конечно, дело будет к вечеру. Сама не поеду. Повезут меня Юля с Салаватом. Под охраной поеду. С детьми есть кому оставаться. Постараюсь снимать немножко видео и покажу вам. А в субботу еще жду гостей из Сибая. Постараюсь тоже видео снимать и выкладывать, если они разрешат. Не все же готовы сниматься. Люди у нас боятся почему-то. Прочитав комментарии, я часто читаю вопросы, как я себя чувствую после прививки. Хорошо я чувствую. Кто-то мне написал, что в течение года человек начинает угасать, умирать. Поживем и видим. Я не пессимист, я оптимист. Вы, наверное, сами заметили. Если суждено умереть, умрешь и без прививки. Я надеюсь, что все будет хорошо. 9 марта я еще раз пойду на вторую прививку. Наверное, после прививки тоже буду болеть. Но организм будет бороться, не без этого. Себя настраивать на плохое не буду. Если температурить буду, отдохну, полежу дней 3. Не буду ничего делать. Просто ухаживать за детьми, накормить, встречать, провожать. И все. Время летит. 30 марта будет ровно год, как не стало моего любимого мужа. Закажем службу в церковь и будем поминать с родными, с детьми. Сходим на кладбище. Пусть спит спокойно. Он мне часто снится. Приходит цветами,
Хочет у меня огороде работать. Говорит, что мне тяжело. Хочет помочь. У меня вон, сами видите, помощники растут. Владиславу я не напрягаю, конечно. Ему нагрузки нельзя. У него врожденный порок сердца. Но он тоже помогает. Молодец. Ну вот и все. Я нарезала лапшу. Буду сушить. В субботу хочу курицу варить. Домашнюю. С домашней лапшой. На первое. Вот здесь у меня все высохнет. Еще хлеб надо печь. Вот мои рассады. Не везде вышли. Здесь густовато, я поэтому хочу их пересадить. Примутся, примутся. Вот сюда я хочу их пересадить. Я не профессионал. Я сажаю всегда по-своему. Но они растут. Беру вот так. И хочу сажать поглубже. Вот они как землей. С корнем прямо. Да, они у меня поздно появились. Долго. Действительно, как вы мне пишете, мои хорошие, надо, оказывается, их мочить. В следующий раз буду знать. Да и холодно им было, оказывается, подоконники. Вот они как вытаскиваются. Сажаю прямо глубоко. Немножко приминаю. Земля у меня покупная для рассады. Когда мы торт кушаем, я всегда вставляю вот такие посуды. Собираю их специально для рассады. Очень удобно, места мало занимают. Розу смотрю. Второй канал про рассады смотрю. Какая она у меня молодец. Все знает. Много знает. Очень даже. Даже помощница есть у нее, которая ее учит. Я очень рада и довольна, что она нашла себе с кем подружиться, с кем поделиться, советы спрашивать. У кого-то всегда кто-нибудь да находится, где бы ни жили. Советчики, подружки. Бывают соседи хорошие.
как у меня в Фурманове Любаша с землей и пухом. Почему-то у меня какие-то сорта перца не выклевывались. Может, они старые. Но вообще-то в пакетиках 2020 года написано. Я все смотрела. Не знаю почему. Вот так приминаю ложкой. Хороший способ. Ложкой работаем. Ложкой едим. Ложка прямо универсал. Еще у меня улитки есть рассады. Их надо будет посадить. Перцы тоже там. Надо будет свои семена брать. Какие будут хорошие. Только название-то я забываю. Вот сюда еще один можно посадить. Один перчик. Обильно полью. Вода у меня комнатной температуры. Вот так у меня все. Появились перцы. Тоже их надо будет сажать. Земля у меня вот такая. Ну ладно, мои хорошие, не буду вас утомлять. Пришли, наверное, с работы, хотите отдыхать с семьей. Счастливого вам отдыха. Всем пока-пока.